Ребята, всех приветствую на моем канале. Для всех интересующихся. А сейчас отчет о проделанной работе. Прошло где-то 1,5 месяца с момента раскоксовки. Сейчас будем смотреть. Машина, двигатель, резиночка тут поддеревенела. Я заказал новую. Сейчас проверим щуп. Свечи я уже проверял. Так, сейчас покажу, какое масло заливал, что делал и вообще. Так, масло у нас было вот это вот 5.30 G-Energy. Так, пробег. Я ездил в отпуск, отдыхал. Так, включаем. Так, я проехал в отпуске 6.890, а с момента замены масла я проехал 7.856. Можете меня ругать. Сейчас проверим, что там у нас с этим, с маслом, с уровнем и тому подобное. Я его, конечно же, проверял. Уровень, все. Сейчас, как вот сделать? Как сделать? Одной рукой. Так, ну вот уровень, да? Показывает примерно. Это уже начало гореть масло, а я его проверял на где-то 5000 километров, почти что ниже, чуть-чуть ниже верхнего показывало. А так все нормально. И масло оно не черное, ничего, вот можно посмотреть. Как сфокусировать. Почему оно не черное, не нормальное масло. Не фокусируется, к сожалению. На траве только. Вот так вот. Если смотреть по щупу, так, это примерно у нас где-то 400 грамм, примерно 400 грамм на 8000 километров. Я считаю, это хороший результат. Также я купил фильтр воздушный новый, там рублей 300 он стоил. Что еще? Поставил Mitsuba гудки, волговские стояли, померли. Намного лучше сдуют. Хочу поменять еще лампочки в фарах. Комаров хочу еще отсюда смыть. Также была произведена замена шрус правый наружный на колесе, резинки шаровых, рулевых наконечников. Так, я купил 2 подкрылка еще во Владивостоке. Сейчас ставить не буду перед зимой, потом в следующем году. И защиту двигателя я купил новую, потому что, ну, не как контрактную. Вот это вот. Та уже вся такая была потресканная, крепления все были. Почему я все это купил? Потому что там недорого все стоит. Ну, а в общем, в целом, еще машина повела себя очень отлично. Замечаний к ней никаких нет. Я купил дверь, эту правую переднюю дверь с комплектацией Джишка. Это моя родная, мое родное зеркало. Так, что там? Ну, дверь полностью в сборе, но без ветровика. Ветровик я уже сам приклеил. Полностью все в сборе было. Вот эта штучка. В общем, я ее купил за недорого вообще. Там немножко торганулся. Почему торганулся? Потому что, видите, вот тут немножко... Она была чуть-чуть вмятина. Я разобрал ее там на месте, на авторазборке, и выгнул. В следующем году я ПДРщикам отгоню, сделают мне. Да и все. Я ее потом зашумлю. Это просто простая дверь без ничего. Она новая, реально новая. Замена была, значит, произведена вот этих вот поролон внутренний для спины и для попы. Было куплено с левой стороны оттуда контрактное сиденье, разобрано, и только поролон взят. Остальное остов был, ну, родной. Все. Так машина, все хорошо.
себя повел. Вот такие вот машины делали в 90-х годах. Это я про старые говорю. Про новые я сейчас не говорю совершенно, потому что понятно, что новое будет ездить и тому подобное. Как ведет себя вот вообще на коронах, вот на этих вот, у них болезнь с этим. Вода попадает в багажник через все щели, которые есть. Через стопы задние, здесь. Когда моешь машину, там есть вот эти вот. Тут все как-то, не знаю, расходится, то ли что со временем. Не знаю, через резиночки, все. Я, короче, все это сделал, проблему я решил. Заказал резиночки вот под фары новые. Промазал герметиком все. Вода не попадает. Все нормально. Все хорошо. Дисковые тормоза работают. Кто-то говорит, что нужно колдуна ставить, то бишь регулятор тормозных усилий ставить от Колдины GT Turbo. Но я не стал, короче, ставить. Она мне и так устраивает, как она все тормозит. Резко дашь ему, она тормозит. Все нормально. Не стал я заморачиваться с этим колдуном. Хотя можно было за 1000, за 1500 купить. Вон он стоит. Ну, не видно его. Вот он. Вот он. Где-то вот стоит. Вот он. Вот он. Вот он стоит. Я его пока не хочу менять. Все нормально. Тормозная жидкость в норме. Буду в следующем году колхозить по туманкам. Косу я купил сегодня. И там фишки, все. Короче, за недорого купил. Так бы и за дорого я бы, конечно, не стал брать. Смысла нет. Такие дела. Кому понравился видеоотчет небольшой, ставьте лайки, подписывайтесь. Все видят, что происходит на рынке сейчас. Цены дорогие. Пока заказов у меня нет. Ни по запчастям, ни по перегонам, ни по автоподборам. Пока есть работа по автодиагностике компьютерной. Вот я только приехал с отпуска. Объявление падало у меня в архив. Сейчас только поднял и буду работать. Кому нужно, обращайтесь. Якутск автоподбор. Сергей меня зовут.